Еще в прошлом году из 4 корпусов 10-й школы функционировал только один. Остальные были признаны аварийными, и детям учиться там было опасно. Ребят начальных классов временно пришлось перевести в соседнее учебное заведение. Но в этом сентябре они учиться будут уже в своей родной школе. Здесь провели масштабную реконструкцию. Было выполнено усиление фундамента, усиление стен методом торкрета, замена плит перекрытий на металлические, было деревянное. Потом плиты покрытия поменяли, тоже на металлические. Утеплили все это и крыши установили новые. Заменили окна, двери, полы. Отремонтировали полные 2 корпуса этой школы. Заменили в школе не только полы и двери, в классах новая мебель, а в библиотеке на новые стеллажи уже расставляют книги. Оборудовали медицинский кабинет, теперь в нем есть современный холодильник, необходимый для хранения вакцины. Над спортзалом строители тоже хорошо потрудились. Спортзал школы. Здесь мы поменяли полы на новые, заново очертили все спортивные линии, полностью будет заменена щиты баскетбольные, волейбольные, поменяли потолок, современный резиновый потолок у нас, освещение, отопление новое поставили, и полностью будет заменено инвентарь и оборудование. Школу в жилмассиве Алтын-Ордо строили с нуля. Здание трехэтажное. На первом блоке расположены мастерские, учебные классы, классы для подготовительных групп, процедурные, медицинские кабинеты, методические, а также технические помещения, санузлы. На втором и третьем этажах зал для чтения, актовый зал, спортивный зал, столовая, справочно-информационный зал. Стоит отметить, что жилой массив Алтын-Ордо образовался еще в 2005 году. Здесь живет 6400 человек, 2280 из них – это учащиеся. Новую школу они ждали с нетерпением, и строители не подвели. К первому звонку все будет готово. Это современная школа. Здесь есть компьютерный класс, лингофонный кабинет. Смета строительства 99 миллионов сомов. На данный момент готово 95%. Дай бог, 1 сентября все закончим. Работаем в 2 смены. Уже все готово. Сейчас наносим чистовой слой краски. Красоту наводят не только внутри школы. Ее территория смело может состязаться с любым столичным сквером. Удобные скамейки с навесом, всюду цветы, посеянный газон. Сейчас рабочие заняты посадкой арчи. Но такой работой могут похвастаться не все фирмы-подрядчики, выполняющие госзаказ. Пристройку к 20-й школе обещали сдать 15 сентября. Но даже неопытный человек видит, строительство идет с отставанием. Да, должны были сдать 15 сентября. Думаю, закончим в период с середины сентября, примерно 20 числа по октябрь. Мы сейчас работаем в 2 смены. Днем и ночью. Основные работы уже сделаны. Полностью готов каркас, кровля. Благоустройство территории уже частично ведется. Пристройка, которую строители не успевают закончить в срок, рассчитана на 500 ученических мест. Это будет 3-этажный учебный корпус с подвальным этажом и большим спортивным залом. Всего в столице сейчас строится 16 школ, в том числе и пристройки к имеющимся зданиям.